На Гос-ТВ не оставляют попыток очернить Польшу. Варшава создавала на территории Беларуси экстремистские структуры. Под вывеской общественных организаций она осуществляет подрывную деятельность против белорусского государства. На кого ссылаются пропагандисты в этот раз и насколько достоверна эта информация? Разбираемся в новом выпуске «Эта пропаганда сломалась». Не забывайте подписаться на наш канал и поставить этому видео лайк. Так его увидят больше людей. Мы продолжаем рассказывать, почему не стоит верить телевизору. Меня зовут Лера Уласик. Мы ознакомились с содержанием статьи, на которую ссылаются пропагандисты. В 2005 году Польша создала на территории Беларуси партизанское движение под руководством Борис в сотрудничестве с почобутами, Ромашевскими и несколькими польскими священниками. Если Лукашенко кого-то и посадил в тюрьму, то не оппозиционеров. Он закрыл коллаборирующих с иностранными агентурами граждан Беларуси. Да-да, я знаю польский. Значит ли это, что я участвовала в польском партизанском движении с 2005 года? Но мне ведь тогда было всего лишь 13. Хотя, если верить телевизору, агентами Запада нас учат быть чуть ли не с пеленок. Все сходится. Так вот, в этой статье, которая больше похожа на сочинение, не приведено ни одного факта или доказательства создания этих экстремистских партизанских структур. А СМИ, опубликовавшая этот опус, называется «Мысль польска». Итак, пару фактов об издании. Это пророссийское СМИ с негативным отношением к западным странам, особенно к США и ЕС. На него ссылаются другие пропагандистские медиа. Редакция этого СМИ перевела на польский и издала последнюю книгу российского националиста Александра Дугина. Также с переменным успехом редакция устраивала презентации этой книги в Польше. Один из авторов портала и переводчик книги Дугина Матеуш Пискорский – экс-политик. Ранее был арестован по подозрению в шпионаже на Кремль. Автор этого самого опуса Божена Гаворска-Александрович, как и Матеуш Пискорский, представляла пророссийскую партию «Смена». Центр исследования преступлений против нацбезопасности «Миротворец» обвиняет ее в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну и вишенка на торте. Божена – почетный член пролукашенковского Союза поляков в Беларуси. Главным их конкурентом был Союз поляков под руководством Анжелики Борис. Он был разгромлен режимом, а сама Анжелика провела год в СИЗО и была признана политзаключенной. Также лукашенковцы расправились и со вторым героем статьи Гаворской Александрович. Журналист Анджей Почобут был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Что мы по итогу имеем? Одни пропагандисты ретранслировали поток сознания других пропагандистов. Ни доказательств, ни фактов, ни подтверждений из официальных источников. Одни голословные утверждения и четкая пророссийская позиция по канонам кремлевских методичек. Вот такое в Беларуси нынче телевидение. Напоминаю, существующее за деньги налогоплательщиков. Меня зовут Лера Уласик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, а также покажите его тем, кто до сих пор верит телевизору.